Графік Яніны Кармаш напружаны. Пасля работы дзяўчына накіроўваецца ў залу. Там яе чакае яе трэнер Юрый Лагадзюк. 3 гадзіны руплівай працы і так кожны дзень. Размінка, трэніроўка з робатам і абавязкова адпрацоўка тэхнік з апанентам. Яніна часта ўзгадвае першы дзень у трэніровачнай зале. Тады, прызнаецца дзяўчына, яна і марыць не магла не тое, што аб настольным тэнісе, аб спорце ўвогуле з-за фізічных абмежаванняў. Мои родители восприняли это в штыки, то есть они меня не пускали, то есть глядя на мои сложности, они просто не поняли, что я хочу, куда я хочу. Конечно, когда я все-таки их уговорила, пришла на первую тренировку. Первый день, конечно, ничего не получилось, ни разу я не попала по мячу, ни разу его там, Юрий Петрович мне давал простейшее упражнение тогда, то, что ребятам без физических проблем это дается легко, то есть, казалось бы, да, словить мячик, ударить в стол. Я этого сделать не могла очень долго, у меня это очень долго не получалось, но с первого дня я безумно влюбилась в этот вид спорта и поняла, что сама я отсюда не выйду. Праз 7 гадоў рэгулярных трэніровак Яніна змагла не толькі паказаць высокі ўзровень майстэрства, але прайсці рэабілітацыю праз тэніс. Цяпер дзяўчына рыхтуецца пакуль да самага сур'ёзнага старту ў сваім жыцці, да чэмпіянату Европы, які адбудзецца ў Швецыі ў верасні. Чэмпіянат наступае на пяткі, а працы яшчэ шмат. Раз показал движение правильно, вот даже тихонько, не надо там сильно. Показала, то есть ты сюда занесла правильную информацию. И тогда будет продвижение. Работы еще много, но в принципе, скажем так, все, что работает хорошо, она молодец. Что-то получается, что-то нет, это естественно, потому что все-таки с ее проблемой, я вам говорю, даже вот ездили сейчас на открытие чемпионата Польши, и там с ее проблемой даже мало было человек. Сейчас ставим задачу, скажем так, просто попасть в первый финал. Потому что понимаем прекрасно, надо реально смотреть на вещи, потому что там люди уже просто с большим опытом, уже ездят просто постоянно на все соревнования. Это у нас практически, если Литва была, это не рейтингованное соревнование, а вот именно такого плана соревнования было только чемпионат Польши. Пакуль спорт – гэта тое, што натхняе тэнісістку, але, як і ўсе дзяўчаты, Яніна марыць аб сям'і і простым жаночым шчасці. Тацяна Ігнатавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».